Уважаемые коллеги, Ашербек Майдунович, хочу обратить внимание на один вопрос. Вы знаете, очень большой резонансный, безусловно, был государственный визит президента Российской Федерации в Кыргызскую республику. Вместе с тем прошел форум ректоров российских вузов, вузов Кыргызстана. Я принимала участие. И был один эпизод, который просто на самом деле обнажил всю несогласованность позиций внутри правительства, отдельных министерств и ведомств, сообщества. Когда речь зашла о том, что со стороны Кыргызской республики было озвучено предложение об открытии филиала Московского государственного университета. И очень известный общественный деятель, историк, очень известный академик, ректор Московского госуниверситета Садовничий вышел и сказал, что он 6 раз давал разрешение на открытие филиала, и это проблемы нашей стороны о том, что мы не согласовали позиции, и он в 7-й раз дает такое разрешение, и зависит все, так сказать, от нас. На самом деле эта ситуация была не только неприятна, она дискредитирует на сегодняшний день и нашу сторону очень сильно по подготовке данного визита и проработке данного вопроса. И у меня возникает вопрос, каким образом министр образования не владеет информацией, почему министерство и ведомство внутри правительства не согласовали предложение, прежде чем его публично озвучивать на столь высоком уровне перед интеллектуальной научной элитой Кыргызской республики и Российской Федерации, государственными чиновниками. Я прошу полностью предоставить информацию по истории вопроса. Какие предложения поступали в Кыргызстан по открытию филиала? Потому что для нашей страны, не только для системы образования в целом, это очень важный шаг и очень серьезное ответственное заявление по перспективам открытия такого филиала. Но тем не менее историю вопроса нужно изучить. Если это были вопросы, которые не решались нашей стороной, по какой причине? Какова судьба такого решения? И еще раз хочу поднять вопрос о вообще дисциплине внутри правительства, о взаимодействии межведомственном и о выработке единых согласованных позиций, тем более, когда речь идет о государственном визите, который должен прорабатываться очень серьезно заранее. Еще один вопрос, который поставили избиратели при встречах по городу Бишкек, касается 3-й детской больницы. Рентген-аппарат с 2000 года работает, он полностью истощил свой ресурс. Я говорю об отделении травматологии, куда срочно поступают очень тяжелые дети. При мне только привезли несколько детей в очень тяжелом состоянии. Но рентген-аппарат каждые 4-5 часов должен отключаться на 30 минут для того, чтобы перезарядить и так далее, потому что он просто выработал ресурс. О какой оптимизации системы здравоохранения идет речь? Это срочный вопрос, который требует решения. Прошу обратить внимание и дать ответ.